сказать, да? Да. А сколько тебе лет было, когда вас в Сибирь выслали? Мне было 3 года Хамудиковской. А, Мама, папа мне, когда война начала, мама, папа мне на руках брали. Вот. А куда попал, куда ходила, это было 43-й. 43-й попал, да. 44-м пешком ходили. Все солдаты много было. Они по очереди мне на руках. А кто они такие, солдаты, я не знаю. Много солдат было. Дядя, а что вы там ели в Сибири? Что ели? В Сибири мы ничего не делали, голодовали, холодно, мороз было сильный. Попали мы в такую избушку бани. А мы ехали поездом. Поезд ехали. И потом поезд Урал, там мост разорвался. Потом от Урал мы пошли пешком. Пешком, там железная дорожка, там избушка была. Избушка, мама мне туда избушку отнесла мне, сама она ушла. А там бабушка была чужая. Девушка была, как ты, вот такая, 10 лет. Не 6 лет было, а ей 10 лет. Она в домбура играет. Играли. Чья кто такой, я не знаю. Не знаю. Потом пришел мамин брат. Пришел и отправляет на поезд, уже едет. На поезд нас отправляют на Тюмену. Тюмену съездили, там не стояли, не знаю, маму, может, звонили или что. Какой-то женщины приезжали, нас забрали в сани. Вот мы приехали в Сибирь, попали в Тюменской области, Шимского района. Дядя, а тебе там нравилось в Сибири? Я уже, мне не нравится, уже хотела, плакала, мучила я бабушка. И как раз мы приехали, забрали, вот одна русская женщина. Ну, вот приехала до деревни, там никого не было, там мамкина невестка с маленьким ребенком, маленькой деревянной бани. Баня сгорела. Снег на улице, мы вышли на улице, а там прибежали русские. Прибежали, нас спасли. Мальчики забрали домой. Одна женщина, тоже одинокая. Дядя. Бабушка, невестка с ребенком маленькая была. Дядя, а сколько у тебя братиков и сестренок было? Мне никого нет, я одна. Мне никого нет, я одна. Папа 10 раз женился, детей не было. Потом это Хамудиковского. Потом на маму женился, вот и я родила. 38. Дядя, ты хотела вернуться? Конечно, хотела вернуться домой. Плакала домой, хочу. И маме, и бабушке я мучила.